привет. Пришел с работы, как бы надо на диванчик упасть. Ну, помимо диванчика, ребятки, сначала на вольерчик собачку покормить, она желает, просит. Ну и снежка, ребят, поднавалило, надо почистить, как бы убраться. Ну, периодически прохожу, чищу снег, потому что осадков много выпало, как бы. Надо почищать немножко, чтобы конкретно не завалило. Так что сейчас покормим собачку. Ну и дальше покажу. Ребятки, чищу снег, это получается за 2 дня примерно. Вот так. Вот видно сапог. Ну, сантиметров 15, ребят, пухляка насыпало. Это за 2 дня вот сейчас пришел, вот чищу. Площадка такая не маленькая. Плюс тропинка до дороги, чтобы воду таскать, как бы, в баню. Ну и вокруг бани и вольерчики, и тропинку там, как бы. Надо. А вот наша девочка, Альвуха. Как делища? Волки не кушают тебя, еще не съели? Помимо волков, ребята, волки атакуют до сих пор. Жмут вообще, как бы, нормально. Периодически в селе постоянно с одной точки, там с другого угла. Пропала собака, там коза. Ну, нормально волки, ребят, в этом году выдают. Было нападение уже на мою собаку 2 раза. Причем вчерашний выход приходили уже вечером посмотреть собачку. И волк опять волчара приходил. Это сейчас я недавно заходил. Вот зашел. Вот вольер собакин, и он посмотрел. След, ну такой довольно хороший след. В принципе, вот на ладошка. Ну, такая лапа где-то. Да, Монка? Ну, не скажу, что большой, но средний. Ну да, средний такого. Ну точно не собачий. Одиночка. Одиночка. Ходит разведчик. 9 часов, наверное, где-то сейчас. 10 час. Ну вот. Клан где-то там, наверное, опять слышь остался, как обычно. Ну и этого вертухая послали посмотреть на разведку. Можно загрызть, нет? Ну такой хромой, самый беспонтовый волк. Какой-то больной лишай. Пришел, посмотрел. Дотя тоже пришел посмотреть волчка, да? Нету волка? Нету? Нету, дочь? Уф. Ну, первый раз. Сосед ночевал, как бы волки выли, ночевал, сторожил свою собаку там немного повыше. Ну и как бы позвонил, сказал: Андрюха, говорит, утром не ходил, не проверил собачку, потому что волки, говорит, были, слышно было, что выли в 2 ночи. Я пришел, посмотрел, были следы вот здесь. И сзади вольера, ребят, прям были подкопы. Был один хороший след и один поменьше. Я думаю, что ну это 100% волки, как бы копали, пробовали, ну здесь как бы крыша у нее, но не смогли, короче, ребят. А вот, ребятки, получается, вот здесь зад вольера, вот он. Здесь тропа, и вот там, ребят, уже все лес, тайга. Я вот частенько хожу туда поохотиться рядом с домом. 700 метров, ребятки, у меня здесь тетеревиный ток в количестве 3 штук. Раньше было нормально, но сейчас уже чисто смотрю, хожу, любуюсь. Ну, смысла уже стрелять я не вижу, потому что 3 штучки осталось, и все. В этой весной ходил, смотрел, так и не смог стрельнуть, как бы. Не в том смысле, то, что там жалко стало, а просто уже, ну, 3 штучки, ребята, возле дома, красота просто. Собрался, ребят, я не за этим, я хочу сделать обзорчик самодельной лодочки. Вот она пока висит, сейчас я ее сниму. Хочу сделать обзорчик лодочки в плане не том, что показать ее, а хочу задать вопросы, как бы у кого есть лодка, мотор. В плане мотора хочу поинтересоваться, ребятки. Вот здесь у меня есть приспособлюха такая на мотор. Я сейчас всю лодочку полностью покажу. И хочу поинтересоваться, ребята, какой можно мотор мне сюда поставить. Так что сейчас делаем, ребятки, обзорчик. Вот такая лодочка. Больше 4 метров, ребят. Но мы сейчас потом ее замеряем. Сделана, ребята, на ижесте.
Сделана она вручную, самодельная. Сделано приспособление, ребят, под мотор. Вот видно. Имея резиновую лодку, ребят, но не имея моторной лодки. Вот мне подарили как бы лодочку такую, но я не смог его испытать как бы. Тем самым, потому что нет мотора, естественно. Здесь сидушка, она уже жестко закреплена. Как бы, ну, для мотора, чтобы сидеть, управлять им. Помимо, здесь такие вставочки есть. И сюда просто уже вставляются досочки, как сидушки получается. В принципе, я думаю, троих она вывезет легко. Что мне нравится, ребят, что ребра жесткости сделаны деревянные. И они идут на полу. Помимо деревянных, есть еще, ребят, такие. Просто у некоторых были лодочки, и распорка была железная с болтами. Она вот высоко и постоянно ногами запинался, как бы не очень удобно. В плане, допустим, перейти что-то там, споткнуться, опасно. На носу, ребятки, есть такая распорочка, втулочка такая. Сделана ручка, ребят, довольно крепкая такая, на болтах. Лодка, ребят, вся промазана лаком. Помимо лака все швы, не знаю чем, даже каким-то, какой-то пеной, не пеной даже, заделаны. Есть, ребята, днище, то бишь не ходишь по жестью. Помимо днища еще есть мазки, ребята, из реек они сделаны, они прям ложатся, я их убрал просто. Ну и говорю, вот сюда ставятся две досочки, то бишь еще углы, ребят, стянуты жестянкой, закручены саморезами. Ну еще плюс вот такими углами, ребят. Понятное дело, да? Стянут. Вот. Для мотора, ребят, доска, видно, сухая, полтинник. И закреплена, ребят, 3 болтами. Лодка, ребят, очень легкая. Я вот ее спокойно один таскаю. Ну, ребят, ее сейчас мы замеряем. Получается длина, ребят, ее 4 метра ровно. Ну, и плюс еще для мотора 4,06. Это длина. И где-то, ребят, посередине. Сейчас померим ширину. 120. Ну, такие ровные размеры. И видно, что не тяп-ляп делали, а какой-то был эскиз, ребят. 30 высота борта, ребятки, 30 сантиметров. Явно, ребята, ну, не с одного листа, понятно. Вот идет шов. Шов все правильно загнут в ту сторону. И вот, ребятки, видно, все днище промазано. Все днище промазано. Лодка новая, но на ней ее испытывали, но как бы жаровался, ребятки, я потестировать в этом году, уже порыбачить, как бы в нашем районе, где я живу. В любом случае, если ехать за хорошей рыбой, ну надо, ребят, моторную лодку. Он как бы подарили, но не резинка, ребят, ну такой подарочек приятный, как бы, ребят. Ручная работа, очень приятная. И тем самым, ребят, делаю обзор, какой сюда можно мотор, в принципе, мне поставить. Я, в принципе, думаю, ребят, что 3, 4, ну это очень слабенько будет. Ну для такой лодочки, ребят, плоскодоночка, все знаете, что она ребристая и сход у нее очень-очень-очень быстрый. Я на таких лодках пробовал, то что можно на весах поднимать неплохой ход и вообще не устаешь. Ну это, ребят, баркасик такой уже большой, так что у кого есть, ребята, лодочки моторные, кто уже много плавает, дайте советик, ребят, какой мотор купить, чтобы я не обманулся, как бы. Потестировать мне мотор явно никто не даст, чтобы я проверил хотя бы какой-то намек, указание, потому что зима, лодочка будет отдыхать и денежку будем копить. Вот, ребят, весне уже. Вот еще сидушка, тоже вся лаком промазана, в сарайке у меня лежит. И вот мазки, ребята, сделаны из штакетника. Ложится на днище штакетник и уже ходишь. На мой взгляд, ребята, ну лодка может килограмм 50 весит. Не знаю, где-то вот так. Может чуть больше, чуть меньше. Где-то вот так, ребятки, не могу точно сказать. В плане перевозки, ребята, явно, что на машине ее, даже на легковой, даже на буханке ты ее не отвезешь. Я ее привез на газели 3-метровой, и у меня жопа торчала вот так где-то. Ну, в тем плане, то, что, ребят, на сезон, допустим, я ее один раз отвез, она у меня на речке, на берегу остается. Как бы у нас в наших краях это нормально. И уже к закрытию сезона я просто буду ее забирать. А мотор можно возить явно, да, ребят, в машине, в легковой, да хоть на какой.
Чисто, ребят, дайте советик, какой можно поставить мотор сюда. Как бы, я не знаю. Ну, ребята приходили, смотрели, как бы, ну, сказали, что, допустим, тот же 9, как бы, будет большой уже, не знаю. Так что, ребятки, жду от вас советика. Как что, пишите в комментариях. Ребят, еще одна приятная новость для меня. Пришел китайский штатив. Надо взглянуть, посмотреть. Такая коробочка. Made in China 3110. Штатив. В таком чехле, ребятки. Чехольчик такой. И вот такой, ребятки, штатив. Ага, вот получается. Ну, все понятно. Обыкновенный штатив. Есть уровень. Любая камера закручивается. Что экшен, что фотоаппарат. Получается. Ножки, ну, трехногая получается. Ну и самое главное, что, ребят, приятно, что можно вставить телефон. Получается, закручиваем его ручку. Допустим, сейчас телефон, ребят, хороший у многих, правильно, да? И что, допустим, что ты был мобильный, ты постоянно можешь поставить на телефон. Вот так его зажал. И все уже можно снимать. Так что, ребятки, дождался штативчик. На первой же рыбалочке, ребят, мы его испробуем. Ну все, ребятки, дела сделал. Жду от вас комментарии, ребятки. Всем своим огромнейший привет с юга Республики Коми, ребятки. Так что на связи. Увидимся, ребят, на рыбалочке.